Судьи Бишкекского городского суда Мират Денеев и Суимбек Бекташев сегодня, 16 января 2023 года, в предцентре Верховного суда дали разъяснение по уголовному делу по факту понуждения к действиям сексуального характера несовершеннолетней Ж.А. и сокращения срока лишения свободы отдельным обвиняемым по данному делу. Средства массовой информации неправильно интерпретируют предъявленное обвинение, везде пишут про изнасилование. Органами следствия было предъявлено обвинение не в изнасиловании, а по статье 156 части 3. Квалификация звучит следующим образом: понуждение к действиям сексуального характера, то есть понуждение лица к половому сношению или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, либо использования материальной или иной зависимости потерпевшей при отсутствии признаков изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенные в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. То есть оно имеет отличие от квалификации изнасилования. Данное преступление было совершено двумя из трех обвиняемых в 2021 году, то есть до вступления в силу нового уголовного кодекса в редакцию от 2021 года. Органами следствия было предъявлено по новому закону в соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса закон, отягчающий или ужесточающий положение обвиняемого или его наказание, не имеет обратной силы. В связи с чем, основываясь на основании статьи 11 Уголовного кодекса, применено было тот закон, который действовал на момент совершения преступления. Таким образом, получилось, что Свердловским районным судом предъявленное обвинение по статье 156 в отношении двух обвиняемых, которое было обжаловано в апелляционном порядке, переквалифицировано на старую статью, то есть на старый закон от 2017 года. Он должен был быть переквалифицирован на статью 163, точно с такой же квалификацией. А судом первой инстанции оно переквалифицировано на статью 164. То есть судом первой инстанции положение обвиняемого было отягчено. Более строгое наказание было применено, когда это запрещается законом. В суде второй инстанции в апелляционном порядке мы имеем право рассматривать дело по апелляционной жалобе, по апелляционным представлениям и проверять законность, обоснованность вынесенного судебного акта судом первой инстанции. В ходе пресс-конференции судьи разъяснили, что 12 января 2023 года Бишкекский городской суд рассмотрел данное уголовное дело и приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Бишкекского городского суда от 12 января 2023 года приговор Свердловского районного суда города Бишкек от 30 августа 2022 года был изменен.